последнее время мы слышим печальные новости из стран Ближнего Востока. Массовые антиправительственные волнения и беспорядки в разных городах Сирии, направленные против президента страны Башара Асада и на прекращение почти 50-летнего правления партии Баас, осенью 2011 года переросли в открытое вооруженное противостояние. Этот конфликт перерос в жестокую войну. Войну, которую называют гражданской. Она представляет собой внутренний конфликт и является частью серии революций, называемой «Арабской весной». Война, начатая за сферу влияния группировок, претендующих на власть в Сирии. Она влечет за собой социальные потрясения по всему арабскому миру. رسي بتشاقيت أي وقت بس ألنا شيء بيش زابر نسبت وش أثر باو وإذ بتشو شيء قميلة بيرجلدنا غازوة دوي داتي بوش نقول شيء ديتت يش غازوة تخا تعلق تحقق وشو ما وش حلو سيري بتشاقيت عبيد سيري بتشاقيت دوق أند يق بقري عيلم ناخبوش بوسل دينا أند شيء بوخ بولش متيجو إذ تغن سمخ كعش بولش بول بقري عيلم ناخ وتار دو ال دوش دو الغازوة خزع مو إيدر غازوة دو يتي غازوة باغبيزة سندير إتسا ال تغنا تيجا محمد سعيد رمضان البوط إبوش وق عيلم سجور هرتعا غازوة دات أشليل وش ديك حش دو تسجدو وين بيتن وين ظلم تسيشر سو آل أربعة ندوش قدنيا شو عغرق ويالو إسان وشول عيلم سج قي حواق دنيا شو هو وشول عيلم سج وزديل مواسترش وينا تيجا بيش أربو لش إيمن خوارش بو أقوها بيش بو تغن شاه سن بيش دنيا ني أمعيرة شيء غلدوخش بول شيء اختير بيش إيش بو تارتك إقوى يخش بيش سنديرة وي أتمنى هج أو إيادلا مجردات تيلدلا مجردات. На страницах некоторых известных газет появились статьи, где высвечивается корыстное, жгучее желание Запада видеть чеченцев участниками сирийского конфликта. По некоторым сведениям, в СМИ также появилась фантастическая цифра об участии в Сирии против правительства Башара Асада батальона мусульман-чеченцев до 600 человек. Информация об участии чеченцев в боевых действиях в Сирии была опровергнута главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Мы прекрасно помним, как в период активных военных действий в Афганистане СМИ со ссылкой на западных политиков и военных утверждали, что в этой стране против коалиционных войск воюют чуть ли не десятки тысяч чеченцев. Неспособность штурмом взять лагерь талибов оправдывалась тем, что якобы чеченцы оказывают ожесточенное сопротивление. Когда взяли в плен защитников известного лагеря и доставили их в Гуантанамо, среди них не оказалось ни одного чеченца. Что же касается нашей молодежи, то молодые люди должны вести борьбу со своими внутренними недостатками, пороками, воспитывать душу. Это и есть тот самый джихад. Джихад – это прежде всего усердие, так как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пояснил одному юноше, что его джихад – помогать родителям соблюдать пост в месяц Рамадан. شاشة سجاحة سيرة خليفات والدهم بقو خليفات والله بالله نفس الشيء ورانا بتاع خليفات قولوا يدير ما يحتاج تاقول إنه شو الخليفات ده شيء مع مش لا أنت أخي الشيء مش ما يحتاج سير العلم ده تريد العلم ده مبو دنيا إمام إيرة دين تدويش شاش تقوم ببوش عبغن رسي بتشعر كلش نيوش أربعة كلش نون سجاحة جبهة النصرة أو شناد الكتيبة المهاجرين أو كشيء يوقع ددايو بيرشي واتي إنا وستي واحد يشتغلنا سنت أرخوال قول كيرش مش بوابش. А журналистам подходит фраза «джихад пера» – доносить до людей правду, приумножать в мире добро, бороться за справедливость, а не вводить в голову молодых людей смуту. Они должны понимать и доносить до общественности, что вопросы, которые сейчас решаются в Сирии, далеки от принципов ислама. Настолько очевидно, почему этот конфликт сирийский, почему были конфликты до него. Это одна большая страна, Америка, решает руками одних мусульман задачи, связанные с отражением от власти других мусульман. И при этом кто-то туда рвется якобы помогать. У меня вообще вопрос такой, когда явно Америка воевала против мусульманского Ирака, когда вешала президента и боясь, что об этом не узнает мусульманский мир и не оскорбится,
устроила утечку информации и на весь мир показательно вешали президента, в то время, когда даже маньяков вешают там или расстреливают не публично. Тогда почему-то эти патриоты не рвались помогать иракцам, не рвались помогать афганцам. То есть там, где действительно, если они говорят, что они такие ярые, хорошие мусульмане, там, где действительно шла война против мусульман, не вмешивались. Как только между мусульманами происходит конфликт, сразу идут. И идут на чьей стороне? На стороне тех, кто слушается Америку. Значит, на стороне Америки. Какой молодой человек может нить, что он на пути газавата, на пути джихада, и что он попадет в рай, помогая Америке, столько бед, принесших мусульманским странам, реализовывать новые свои задачи? Это война политическая, где от прихоти и алчности руководителей воинствующих сторон страдает и будет страдать, к сожалению, простой народ Сирии. Каждый чеченец сопереживает народу Сирии. Мы знаем, что такое война, и скорбим вместе с простыми людьми, втянутыми в этот корыстный конфликт. Позиция чеченского народа – это позиция искреннего сопереживания, а наше место в этой ситуации – около отцовского очага. Джихад чеченской молодежи должен проявляться в учебе, за книгой, в созидательном труде, в кругу родителей и в оказании помощи нуждающимся. Иначе наша молодежь будет обманываться всеми, кто далек от принципов ислама.